Все мы любим играть в игры, но бывает такое, что интернета просто нет, а поиграть во что-нибудь интересное хочется. Поэтому сегодня я подобрал 25 крутых оффлайн игр для твоего телефона или планшета. И всем привет, братюни-сестрюни, меня зовут, как всегда, Лайк. Ставь лайк, если уже готов к Новому году, и комментарий, который останется без ответа, попадет в следующий выпуск. Усаживайся поудобнее, наливай чаёку. Ну а перед началом ролика. Lost Light теперь доступна в App Gallery. До 31 декабря скачай игру из App Gallery и получи бесплатный купон на странице акций. Собирай очки, получай звезды и обменивай их на крутые призы. Все там же на странице акции. Ты спросишь, как получить звезды? А все просто. Поделись этой страницей и сразу же получи 12 звезд. Доступно только 3 раза за все время проведения акции. За каждого пользователя, который перейдет по твоей ссылке под своим аккаунтом Huawei на странице акции, ты тоже получаешь 12 звезд. Поэтому поспеши поучаствовать. А ссылочку ты найдешь в описании к видео. Отправляйтесь вместе с Педро на поиски его семьи и остановите каждого, кто посмеет встать на вашем пути. Исследуйте десятки самых разных уровней. Используйте разные виды транспорта, окружающие предметы и мощное оружие, чтобы сражать толпы противников в режиме слоумо. Почти как в Макс Пейне. Хотя не, шучу. К особенностям игры можно отнести 30 уровней, стильное визуальное оформление. И, кстати, все игры из ролика можно будет скачать бесплатно у меня в телеграм-канале. Ссылочка, как всегда, будет в описании. Интересная игрушка для любителей проходить разные испытания на авто. Карта здесь представляет из себя сложные полосы препятствий с крутыми горками, ухабистыми дорожными участками и другими не очень приятными для вашего авто сюрпризами. Всего же в игре таких трасс около 5 десятков. Вы будете управлять внедорожниками, которые при правильном подходе смогут пройти любые из вышеперечисленных испытаний. Все будет зависеть только от водителя, то бишь от вас. Отдельно стоит отметить неплохую графику. И в целом, кто соскучился по такому жанру игр, очень советую поиграть. Лайт, передай мне, пожалуйста, привет. Ванек, без проблем. Привет тебе. Это крутой хоррор-квест. Главный герой повествования является человек, который решает посетить студию, где делаются мультфильмы, где когда-то работал вместе с другом. Придя в это место, он не находит своего старого приятеля, зато обнаруживает, что все нарисованные герои ужили и настроены довольно враждебно. Теперь ему предстоит разгадать все головоломки и встретиться с призраками прошлого. Пугающая атмосфера, стильная рисованная графика и напряженный сюжет. Именно этим игрушка и запоминается. Мне понравилось, поэтому как минимум советую посмотреть. Это увлекательная игра, в которой вы отправитесь в 80-е годы и станете основателем компании, занимающейся созданием игр. Выпускайте хиты, изучайте новые технологии и выберитесь на топовые позиции в своем деле. Помните, что успех в вашем деле будет напрямую зависеть от степени изобретательности. Какие игровые направления лучше смешивать, на каком аспекте заострить внимание в конкретном жанре. В общем, всегда придется экспериментировать, поэтому вперед пробовать. Это ролевая игра, где вы по сюжету играете за одного из воинов, которые призваны в королевство Асуры, чтобы разгадать секреты, которые оно хранит. Вас впереди ждет множество испытаний и приключений. Вы никогда не сможете продумать план наперед, так как все ваше окружение генерируется случайным образом, поэтому стоит быть начеку. Выберите одного из величайших воинов, которые отличаются друг от друга характеристиками, навыками и стилем ведения боя. Прокачивайте своего героя по мере прохождения. Впереди вас ожидает большое количество разных и атмосферных локаций. Испытание и каждое прохождение будет совершенно уникальным, а также находите ценные предметы, чтобы создать мощное оружие или доспехи. Это порт легендарной игры с открытым миром в жанре фэнтези. Действие будет происходить в провинции Моровинд. Основная сюжетная линия связана с местным богом Уром, который пытается обрести силу и освободить Моровинд от власти империи. Вам, как простому, но не менее отважному человеку, предстоит противостоять таинственному проклятию, коварно распространяющемуся по всему миру. Вы можете идти по главной сюжетной линии и найти источник отравления Земли, или же отправиться в собственное путешествие, изучая уникальные
реальные локации, меняя образ своего персонажа его поступками. А скачать эту и многие другие игры можно будет у меня в телеграм-канале. Я надеюсь, ты помнишь. Ссылочка будет все там же в описании. А перед тем, как двигаться дальше, я бы хотел в преддверии уже Нового года сказать спасибо всем, кто смотрел, поддерживал и остается со мной на протяжении этого долгого пути канала. В том году в то же время я строил планы по развитию, но пока, как понимаешь, все отложено. Но надеюсь, Новый год будет лучше. Держим кулачки, и у нас все получится. Всех обнял и поздравляю каждого, кто смотрит этот ролик с Новым годом и Рождеством. Помню свою первую GTA. Если мне не изменяет память, то это была Vice City. А ты помнишь свою первую GTA? Напиши в комментариях. А это у нас небольшое ответвление. По сюжету игры главный герой Тони, который знакомый из предыдущих частей, возвращается в родной город. Парень понимает, что за годы его отсутствия в Либерти-Сити много что изменилось. И на протяжении 70 миссий вам предстоит приложить все усилия, чтобы помочь ему вернуть свой авторитет. По ходу игры вы будете выполнять разные поручения, принимать участие в перестрелках, угонять автомобили. Помимо основных сюжетных заданий, также придется проходить дополнительные миссии. Ваш герой просыпается на борту космического корабля и понимает, что случилось нечто ужасное. Возьмите волю в кулак, вооружитесь и отправляйтесь навстречу опасной неизвестности. Вас ждет 30 часов геймплея, на котором будет простираться интересная сюжетная линия. На выбор вам будет доступно 3 героя, каждый из которых абсолютно индивидуален и поддается глубокому развитию. Вы можете оснастить своего героя более чем 40 видами оружия. В этой игре вы сядете за руль крутой раллийной машины и примете участие в зрелищных и динамичных гонках. Вас ждет большой выбор автомобилей, сложные трассы. Игра имеет реалистичную физику движения и отличную графику. А чтобы победить, необходимо первым пересечь финишную черту и показать лучшее время. Сделать это будет довольно сложно. Дождь, град, снег и другие внешние факторы способны серьезно снизить скорость. Машину может занести на мокром асфальте, гравии или грунте. Даже незначительные ошибки водителя повлияют на результат, поэтому продумывайте систему прокачки своего авто для каждой трассы. Она значительно позволяет улучшить ходовые качества, сократить время разгона, увеличить максимальную скорость, повысить маневренность и устойчивость машины в разных условиях. Всем, кому нравятся раллийные гонки, однозначно советую поиграть. Главный герой «Воли судьбы» попал работать на границу. Его задача — выдавать визы людям, подходящим под определенные условия. Это может быть гражданство, подлинность документов, наличие определенных разрешений. Каждый новый день количество этих условий будет изменяться. А в этой вымышленной стране, где мы находимся, участились разные нехорошие штуки. И чтобы этого не допустить, придется проверять истинность всех документов, соответствие фото в паспорте. Также у подозрительных лиц есть дополнительные возможности взять отпечатки пальцев или даже отправить на допрос. Если ты всегда мечтал проверять документы, к тому же тут есть довольно интересный сюжет, то эта игра точно тебе понравится. Это приключение с уникальным сюжетным механизмом, который выстроен на последствиях от принятых решений. Вы будете способны управлять временем и влиять на события в прошлом, настоящем и будущем. Сюжет же этой интерактивной игры поделен на 5 частей. Погрузитесь в покрытые тайнами, захватывающие события города Аркадия-Бэй, где при загадочных обстоятельствах пропала девушка. Главными героями тут будут подруги Макс и Хлоя. Они попытаются раскрыть пропажу, но не хотя. Они столкнутся с обратной стороной жизни этого места. Это хардкорная игрушка, где главный герой причудливый человек, по пояс погруженный в некий горшок с молотком в руках. Ваша цель — помочь ему добраться до вершины горы, используя для этого всего лишь молот. Проблема в том, что сделать это будет нереально сложно и потребуются стальные нервы, чтобы выдержать гнев и разочарование от многих фиаско. Поэтому у всех, у кого нервы ни к черту, очень не советую в нее играть. А так вроде прикольно.
Это симулятор водителя автобуса, где вас ждут детализированные карты городов, современные модели автобусов и отличная графика, которая сделает поездки максимально реалистичной. Вдобавок ко всему есть режимы смены времени суток и погодные условия, реалистичный трафик и жители городов и другие детали, делающие игровой процесс довольно интересным. К особенностям игры можно отнести режим карьеры, свободная езда, кастомизация автобусов и интерьера салонов и интеллектуальная система трафика. Интересный платформер в черно-белом стиле. Сюжетная линия начинает свое повествование с главного героя, который приходит в сознание и видит вокруг сплошную тьму с небольшими проблесками света. Под ногами вроде бы трава, а эти слабые лучи света могут указать дорогу. Ничего иного не остается, кроме как встать и идти. Ведь на ваших плечах очень большая ответственность. Вы должны найти пропавшую сестру. Во время путешествия вы услышите много разных звуков. Это может быть шелест листьев на покачивающихся ветках, сильный ветер и даже шаги. Само прохождение игры рассчитано где-то часа на 2. Но это совсем не значит, что игра будет легкой. Любите загадки, секреты и всевозможные недосказанности, а красивую мрачную атмосферу? Тогда эта игрушка вам точно придется по душе. Это не просто очередная игра, это симбиоз необычного детективного квеста и интерактивного кино, выдержанного в лучших традициях жанра нуар. Она окунает нас в историю, рассказанную от лица Бигби, местного шерифа, по совместительству волка из 3 поросят, волка из красной шапочки, то есть не сильно доброго и хорошего персонажа, но при этом его задача скрывать мир волшебных созданий от глаз людей, попутно разрешая их стычки. Но в один момент все меняется. А что случилось, вы сможете уже узнать сами. Это крутой шутер на движке Unreal Engine 4. Событие игры берет свое начало в 2036 году, где наша планета сталкивается с параллельным миром, и вы наряду с другими бойцами организации по изучению сверхъестественных объектов выдвигаетесь на поиски причины возникновения аномалии. Главная героиня столкнется с невиданными монстрами, над которыми ей придется одержать верх, используя не только меч и оружие для атаки, но и специальные умения. Также тут будет кастомизация, позволяющая наделять персонажа уникальным стилем и набором навыков. Вообще довольно прикольный шутер. Кстати, в Телеграме бесплатно. Ссылочку ты найдешь, как всегда, в описании. Необычная игра, после прохождения которой вряд ли кто-нибудь сможет остаться равнодушным к ее истории. 2 доктора, Ева и Нил, занимаются тем, что изучают довольно интересный вид лечения. Они запускают в разум пациента искусственные воспоминания, которые человек до этого не видел. Таким образом, врачам удается внушить людям, что они прожили замечательную жизнь, и их самые сокровенные мечты осуществились. Самый главный нюанс – это факт, что подобные операции проводятся только на тех, кому осталось жить считанные дни. В противном случае, между искусственными и реальными воспоминаниями может возникнуть конфликт. Сюжетная линия очень трогательная, заставляет переживать каждую минуту прохождения до самого конца. Это довольно интересный фанатский проект на основе популярной манги. Ее сюжет гласит о том, что огромные создания прибыли на нашу планету и почти уничтожили человечество. Последнее оставшееся в живых скопление людей укрылось за высокими стенами. За ними люди жили долгие годы, надеясь, что они в абсолютной безопасности. Однако однажды титаны сумели вторгнуться в территорию выживших, и людям ничего не оставалось, как начать ответное нападение. Сама игра довольно прикольная, тут можно побегать, попрыгать, помочить самих титанов. Это оригинальная игра, в которой вы будете играть за прислужника смерти в компании под названием Апокалипсис. Как и в любой другой компании, вам нужно будет успешно пройти испытательный срок, чтобы работать здесь на постоянной основе. Ваши клиенты так или иначе лишившиеся жизни люди. Куда конкретно они отправятся в своем новом пристанище, по большей части зависит от их признаков. У человека есть пистолет. Его путь в ад, но если он не одумается и не выбросит ствол, он надел головной убор, тогда что в рай? Не торопитесь. Быть может, под шапкой у него рога. Эти и еще множество других интересных событий и заданий ожидает вас тут. Причем здесь нет определенного конца игры. Все будет зависеть только от ваших действий и принятых решений. Плюс ко всему игрушка напичкана черным юморком. В
этой игре сражения проходит на случайно генерируемых картах, каждая битва проходит со случайным оружием, снаряжением и усилением, что значительно разнообразит прохождение. Сама игровая механика строится на массовой зачистке комнат. При этом при всем, вам в одиночку будет необходимо один за другим уничтожать постоянно растущие волны врагов. Особое внимание разработчики уделили физике стрельбы и арсеналу. Доступны десятки уникальных пушек, от пистолета и снайперской винтовки до ящерицы, плюющей сгустками яда. А спрятанные на уровнях свитки дают дополнительное усиление и возможности для любого вооружения. Тут вы будете управлять полицейским участком в мрачном городе, который погружен в хаос, бандитизмом и коррупцией, и ваша главная задача будет дотянуть до пенсии. Вы играете роль Джека Бойда, начальника полиции города Фринбурга. Вам осталось полгода до пенсии, и вы должны успеть за это время заработать $500 000. Сами решайте, как вы это сделаете. Будете честным копом или пойдете на сделку с мафией. Но помните, все решения имеют последствия. К особенностям игры можно отнести захватывающий сюжет, необычная графика, неоднозначные решения, которые вам придется выбирать, и несколько концовок. Это у нас еще один рогалик. Главный герой оказался подопытным в потерпевшем неудачу эксперименте, и теперь ему необходимо покинуть своеобразный лабиринт, по которому раскиданы враги, а также ценные предметы, в числе которых оружие со случайными особенностями. Как и подобает играм в жанре рогалика, здесь у вас есть одна жизнь, потеряв которую вы начнете все сначала. Исследуйте опаснейший мир, пребывание в котором может оборваться мгновенно. Изучайте, как ведут себя враги, чтобы перехитрить каждого и выжить. А как проходить игру? Тараном уничтожая все на своем пути, или подходить к делу тактически? Решать будете только вы. Это невероятно эпичные гонки, в которых вы сможете принять участие в заездах, где скорость это не самое главное. Обычно все сводится именно к скорости, драйву и адреналину, а в этой игре всего вышеперечисленного хватает. Но плюс ко всему есть масштабные разрушения от крутых столкновений и сражений. Как и во всех классических гонках, в вашем распоряжении будет множество видов авто, различающихся по массе и скорости. Конечно же, все они сразу вам не откроются, отчего понадобится постепенно разблокировать их, участвуя в заездах и турнирах. Также есть возможность прокачивать и тюнинговать ваши тачки, что увеличит их прочность и характеристики. А в режиме карьеры вы сможете постепенно улучшать ваши показатели, открывать новые модели и стать настоящим чемпионом. И еще раз напомню, что все платные игры из ролика можно будет скачать бесплатно у меня в телеграм-канале. Ссылочка, как всегда, все правильно в описании к видео. Это довольно нашумевшая в свое время игра от Valve, сочетающая в себе шутер от первого лица и головоломку. К тому же она удостоена была премии «Игра года». Тут вы будете управлять девушкой по имени Чел, которая проходит испытания на территории лаборатории, специализирующиеся на изучении порталов. А в основе игры лежит решение логических задач при помощи специального устройства, которое способно создавать порталы, а через них в свою очередь можно телепортироваться и переносить предметы. Устали от суеты города? Отправляйтесь в деревню и займитесь земледелием, превратив пустующие поля в процветающую ферму. Заводите животных, выращивайте растения и облагораживайте свой участок, как душа пожелает. В то же время хотите что-то будоражащее? Погрузитесь в увлекательные приключения вместе с местными жителями. Выполняйте от них захватывающие задания, заходите в пещеры и исследуйте их. Но будьте осторожны, они могут скрывать немало опасностей. В то же время и награда будет велика. Но это у нас, как обычно, бонусная игра. И тут я решил тебе показать GTA 5, где можно будет покататься по городу и заодно показать друзьям, что у тебя на мобилке есть GTA 5. Но меня звали, как всегда, Light. Ставь лайк. Также хочу сказать еще раз, всем большое спасибо, что вы со мной. Всех с Новым годом и Рождеством. А также, если хочешь, можешь посмотреть вот эти крутые топы. И уже точно увидимся в следующем году.